Добрый день, меня зовут Конечников Илья Егорович, я являюсь заведующим региональным центром консервации и реставрации Национальной библиотеки Якутии. Сейчас давайте пройдем в наш центр. И первое помещение, которое мы хотим вам показать, это наша научно-исследовательская лаборатория. Заходим. Здесь у нас работает лаборант, который занимается дореставрационными исследованиями. Так, давайте пройдемте к рабочему месту лаборанта. Познакомьтесь, Савина Марьяна Григорьевна, она у нас новый сотрудник, является лаборантом-микробиологом. В библиотеке я работаю с мая месяца на ставку библиотекаря первой категории. В данной лаборатории проводятся дореставрационные исследования, то есть к нам поступают книги, предварительно зараженными грибковыми бактериями, после чего они исследуются под микроскопом, то есть просматриваются. И после этого, если мы обнаруживаем наличие подозрительной плесени, мы делаем посевы в питательных средах, в чашках Петри заранее подготовленных, выращиваем плесень и выясняем вид плесени, точнее род. Потом живая эта плесень или не живая, соответственно, с полученными результатами мы делаем выводы и дальше уже приступаем к основной работе. Это то, что либо механическая очистка, либо уже очистка серьезными веществами. Да. И после этого уже проводятся реставрационные работы в мастерской. И в рамках проекта мы получили обеспыливающий аппарат, с помощью которого мы можем обеспылить книги. Он у нас пропускная способность аппарата 20 книг, примерно 20 книг в час. В день можно обработать около 200 книг, и в месяц получается где-то 40 тысяч книг. Так. Он у нас работает по принципу пылесоса. Работает по принципу пылесоса. Аппарат включается. Сюда пропускаем книгу. Книга отсюда выходит. Она уже будет обеспылена. Обеспыливается только внешняя часть книги. Не полостное обеспыливание, а только верхняя часть. Щеткой обрабатывают, вот, чистят книгу. Вся пыль, она накапливается в данном пылесосе. За один год, скажем так, можно обработать несколько сотен, десятков тысяч книг и одного пакетика хватит на год. Следующее помещение, куда мы заходим, это наша реставрационная мастерская. Здесь работают наши реставраторы. Помещение довольно просторное, оснащено всем необходимым оборудованием, тоже оно поставлено в рамках реализации проекта открытия регионального центра консервации и реставрации. Например, справа от нас стоит крупноформатный стол. Данный стол имеет очень хорошую полезную функцию. Что у нас? Включаем стабилизатор. Так, стабилизатор включается. Данный стол регулирует, он поднимается и опускается. То есть у него есть функция регулировки высоты. Данная функция позволяет работать с крупноформатными документами. Например, для удобства реставратора он может менять свое положение. Например. Так, каждый документ, который мы получаем, документы они к нам приходят в неудовлетворительном состоянии. Они чаще бывают, у них чаще бывает много пыли.
и иных видов загрязнений. И каждый документ проходит здесь промывку дистиллированной водой. Здесь стоит дистиллятор. Дистиллированной водой промывается документ, очищается, потом уже реставратор сушит данный документ на этом сушильном стеллаже. Вот. А мы сюда кладем фильтрованную бумагу, фильтровашку, и поверх фильтрованной бумаги уже кладем промытые листы документов. Далее, после того, как документ просушился, мы передаем, документ уже приходит к реставратору, и уже здесь выполняются определенные реставрационные действия, восполнение утраченных элементов и так далее. Также у нас стоят в реставрационной мастерской различные форматов прессы, начиная от А4 до крупных форматов. Есть крупноформатные прессы. Здесь в данное время реставратор занимается восстановлением листового документа. Далее переходим к следующему столу. Здесь у нас происходит реставрация переплета, элементы переплета. Данный документ у нас 19 века. И далее вот у нас стоят прессы. Здесь у нас стоит вакуумный стол или же стол низкого давления. Здесь можно производить сложную реставрацию. Здесь с помощью пара воды внутри данного аппарата образуется определенный микроклимат. Параметр микроклимата мы задаем с помощью вот этих регуляторов. Влажность, увлажнение. Запускаем аппарат, и здесь документ проходит реставрацию. То есть данный аппарат уже полезен для реставрации сложных работ по реставрации. Следующий производственный участок — это у нас переплетная мастерская. Так, заходим. В данном помещении работают у нас переплетчики книг массового книгоиздания, то есть массового спроса. Здесь стоят у нас резаки различного формата и различного вида. Сабельные резаки, гильотина стоит, электрические, биговальные аппараты, а также у нас у каждого рабочего стола стоит пресс, вот такой пресс. Это у нас стол переплетчика, сверлильный станок. Он очень полезен для изготовления переплета. Прошивки блока. Да, прошивки блока. Одновременно у нас происходит работа по восстановлению наших якутских национально-краеведческих газет, региональных газет. У нас работает программа «Спасем газеты Якутии». Она у нас работает с 2019 года. За этот период времени мы восстановили около 54 тысяч наименований газет. После восстановления газеты они передаются в отдел лаборатории оцифровки документов. Документы оцифровываются, и они становятся доступными в электронной библиотеке. А оцифрованные документы, бумажные документы, экземпляры, они передаются в Мемориальный фонд Республики Сандо-Губичик для длительного хранения для будущих поколений. Последнее помещение нашего центра — это помещение фазовой консервации. И здесь у нас стоят очень интересные аппараты. Давайте перейдемте к помещению, посмотрим. Здравствуйте, Петр Николаевич. Здравствуйте.
Петр Николаевич у нас главный библиотекарь нашего центра, занимается фазовой консервацией. Ну, простыми словами, фазовая консервация это превентивная мера, которая предохраняет документы от вредного воздействия окружающей среды. Например, Петр Николаевич, пожалуйста, расскажите, какой аппарат у нас здесь стоит? Например, вот после реставрации и очистки документа мы делаем вот такие контейнеры из бескислотного картона и помещаем в них документы и сдаем на длительное хранение в книгохранилище. Это мы делали раньше своими руками. У нас сейчас появился вот такой станок. Вот на этом станке мы получаем вот такие контейнеры из бескислотного картона. В нем помещается вот такая старая, например, книга, и она передается в книгохранилище на долгое хранение. В чем преимущество этого станка? Вот такие контейнеры станок вырезает сам. При помощи компьютера мы туда передаем данные из программы, и она вырезает из картона вот такие разного вида контейнеры, папки. После него сотрудники наши делают из папки и помещают туда вот такие книги. Они находятся, вот эти папки защищают документ от воздействия воздуха, кислорода, от внешнего воздействия, от физических воздействий, и она хранится очень долго. Так, еще что можно сказать. Вот у нас материал бескислотные картоны разного вида. Из этого картона вырезаются контейнеры. Это у нас впервые хоть вот такой станок появился в этом году, и от его работы очень многое зависит в хранении библиотечных фондов всей Якутии. И вот здесь стоит инкапсулятор, тоже изготавливает документы в папках, в папке помещается, но это для перевозки и отправки, доставки куда-то в какой-то пункт документы используются или для выставочных работ. Девиз нашего центра «Сохраняй бесценное». Наша работа наших реставраторов – это сохранение для будущих поколений историко-культурного наследия нашей республики.